30 сентября во всех муниципалитетах Республики Коми пройдет череда торжественных мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Ивана Павловича Морозова, выдающегося политического и общественного деятеля региона. Несколько лет Иван Павлович работал в Инте. В 1957 году он был назначен председателем исполкома городского совета депутатов трудящихся, а в 1958 году первым секретарем горкома КПСС. Ровно 10 лет назад, накануне 60-летнего юбилея Инты, на фасаде здания музыкального отделения детской школы искусств появилась памятная доска. Именно здесь когда-то размещался горком КПСС, в котором работал Иван Павлович Морозов. Партийный и общественный деятель Коми. Он родился в семье крестьянина. В 1942 году окончил Сыктывкарское медицинское училище, затем Коми областную партийную школу. В 1943 году на фронте был санинструктором роты и комсоргом батальона. Во время боев под Псковом его ранили. Участник Великой Отечественной войны, орденоносец, видный политический и государственный деятель, руководил республикой более 20 лет. В память о нем в Инте и в других муниципалитетах региона были названы улицы, изданы книги и открыты музеи. 30 сентября жители Приполярья приглашают на торжественное мероприятие, которое пройдет в музыкальной школе. В рамках празднования столетия Ивана Павловича Морозова, который работал первым секретарем горкома партии с 58 по 63 год в этом здании, в 12 часов у нас будет торжественное возложение цветов к мемориальной доске. Затем мы поднимаемся в виртуальный зал и будет показан документальный фильм о его деятельности, о его творческом жизненном пути. В 18:00 30 у нас концерт торжественный, посвященный юбилею нашего преподавателя, заслуженного работника Республики Коми, почетного гражданина города Инты Анны Михайловны Чебаненко. И мы приглашаем всех неравнодушных, всех любящих музыку. Она у нас замечательный музыкант-исполнитель и вообще просто покоряет наши сердца энтузиазмом, жизнедеятельностью, жизнелюбием. В честь юбилея Инты на втором этаже музыкального отделения детской школы искусств открылась выставка картин, написанных известной художницей Мариной Станиславовной Линник. На экспозиции под названием «В согласии с природой, в согласии с собой» представлено 9 работ. У нас выставка Марины Станиславовны Линник, которая прислала в честь юбилея города нам работы из Краснотуринска. Работы можно посмотреть здесь, можно будет 4 октября посмотреть в ДК. А в художественном отделении на Чайковского 3 выставка «Интинские мотивы». 29 работ учащихся в разных видах техники, достаточно серьезные, и мы готовим там фотозону. А для тех, кто не определился, что будет делать в этом учебном году, у нас еще есть вакансии в художественном отделении и в хореографии. Приходите по субботам. У нас очень интересно, позитивно, познавательно. И мы выдаем документы, свидетельства установленного образца для того, чтобы могли продолжить обучение в средних и высших заведениях культуры и искусства.